Вопрос номер 1. Отчет главы Республики Коми о результатах деятельности правительства Республики Коми за 2016 год. Напоминаю, что в соответствии со статьей 89 прим. 3 Регламента Государственного совета Республики Коми обсуждение доклада не проводится, вопросы главе Республики Коми не задаются. Итак, слово для доклада о результатах деятельности правительства Республики Коми за 2016 год предоставляется Гапликову Сергею Анатольевичу, главе Республики Коми. Мурлун Дунавертис, доброе утро, дорогие депутаты Государственного совета, приглашенные. В соответствии с законодательством Республики Коми я представляю вашему вниманию доклад о работе правительства за 2016 год и планах на ближайшую перспективу. Но прежде чем приступить к докладу, я бы хотел отметить, что это заседание и мой доклад проходят в дни важных и очень символичных праздников. Вчера православный мир отмечал Сретение Господне. Как вам известно, значение этого праздника в том, что мы стоим на пороге перехода от старого к новому. И здесь надо сказать, что это символично и в связи с тем, что сегодня в этот праздник проходит наша с вами встреча. Это не просто доклад о проделанной работе, перечисление планов. Важно отметить, чтобы всем было понятно, что те итоги, которые мы сегодня с вами будем подводить, они должны быть переосмыслены, и должно быть представление о том, что нам мешает двигаться вперед. Необходимо взять в будущее только лучшее, то, что нам позволит достичь поставленные задачи. В преддверии своего доклада хотел бы попросить вас набраться терпения, потому что доклад достаточно большой. Хотелось рассказать о многих аспектах работы в прошлом году. Сегодня этот доклад – это совместное коллективное осмысление нашей работы. Важно, что мы вместе с вами, вместе с жителями должны увидеть, но не только увидеть, но и почувствовать, чем мы жили в 2016 году, что нам удалось и какие, к сожалению, вопросы мы не смогли решить. Тогда у нас будет больше понимания, больше доверия друг к другу и, конечно, готовности к созидательному труду. Также напоминаю, что завтра День Конституции Республики Коми. Основной документ, утверждающий права и свободы человека, гражданский мир, согласие, веру в добро и справедливость. И подтверждает этот документ стремление к сохранению целостности российского государства. И эти ценности должны быть незыблемы в обществе. И еще доклад главы республики по закону представляется Государственному совету. Но я принял решение в этом году впервые, накануне доклада, члены правительства максимально полно и, я бы сказал, доступно, выступая об итогах своей деятельности на телевидении канала «Юргант», доводили конечные результаты по 2016 году, отвечали на вопросы и общались с жителями республики по острым злободневным темам. Таким образом, жители республики получили достаточную информацию о работе министерств, смогли задать свои вопросы участникам программ. Также отмечу, что итоги работы правительства представлены на официальном портале, а в бумажном варианте находятся в раздаточных материалах перед вами. Я уже останавливался на некоторых итогах 2016 года, в выступлениях, в комментариях, в своих интервью, но хотел бы сегодня остановиться на некоторых, на важных параметрах, результатах, а также обозначить планы текущего года и среднесрочной перспективы. Уважаемые коллеги, мы с вами прекрасно понимаем, что стратегическими задачами, которыми неизменно руководствуется правительство, остается рост доходов населения,
новые рабочие места, комфортные условия для жизни и достойное образование и здравоохранение. В 2016 году выполнены все социальные обязательства перед жителями республики. Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную сферу составили более 52 миллиардов рублей, или больше 72% консолидированной части республиканского бюджета. Почти половина этих расходов была направлена на здравоохранение. Показателей работы немало, но я вот с чего бы хотел начать. В 2016 году в Республике Коми родилось 11 337 малышей. Почти 5 тысяч из них – это вторые дети в семьях. 2300 – это третьи и последующие. Это является абсолютным максимумом с 2012 года. И в связи с этим я бы хотел сказать о следующем. Именно крепкая семья, в которой воспитывается как минимум 3 детей, должна стать общественным идеалом и социальной нормой в обществе. Впервые за последние годы в республике зарегистрировано снижение смертности, в том числе по основным причинам: болезни системы кровообращения, новообразований, болезни органов дыхания. Количество людей, погибших, к сожалению, на дорогах, снизилось впервые за всю историю статистических наблюдений. В 2017 году правительство примет дополнительные меры, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи с целью закрепления 70-летнего рубежа продолжительности жизни. Напомню, что 10 лет назад в республике продолжительность жизни составляла 64 года. При этом 15,5 тысяч наших земляков достигли 80-летнего рубежа, 2300 – 90-летнего и 11 – 100-летнего. Символично, правда? 11 регион, 11 100-летних жителей. Мы понимаем, что останавливаться на достигнутых результатах мы не имеем права, и поэтому общий объем финансирования отрасли увеличен и составляет в 2017 году 21 миллиард 600 миллионов. Важнейший вопрос – это оперативность и качество медицинской помощи. За счет средств федерального и республиканского бюджета приобретено 26 машин скорой помощи. В 2017 году мы планируем еще приобрести 8, но это только начало работы по обновлению подвижного состава карет скорой помощи. В 1,5 раза выросли объемы высокотехнологичной медицинской помощи, расширен перечень видов медицинских услуг, которые наши земляки могут получить в медицинских учреждениях республики. Внедрено более 30 уникальных технологических, диагностических и лечебных методик. И, конечно же, очень важно, что свыше 4000 человек получили самую современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики. Это результаты, достигнутые прежде всего за счет профессионализма наших медицинских работников. Но мы знаем с вами, что врачей по-прежнему не хватает, особенно узкого профиля. И поэтому одна из приоритетных задач – обеспечение потребностей в медицинских кадрах. Что сделано? За несколько лет успешной реализации программы «Земский доктор» в медучреждения пришли работать 196 врачей. Причем только в 2016 году 46 молодых специалистов. В сельских ФАПах приступили к работе 45 фельдшеров. Сельская территория очень нуждается в этих специалистах, и работа в этом направлении будет продолжена. Это, безусловно, повысило доступность медицины на селе, что особенно актуально в условиях, когда треть населенных пунктов нашей республики по-прежнему не имеют круглогодичной устойчивой связи с автодорогами с твердым покрытием. Как отметил в своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, с учетом географии, огромных, порой труднодоступных территорий России нужна очень хорошо оснащенная служба санитарной авиации. Уже в этом году программа развития санитарной авиации заработает в нашем регионе. Ее бюджет на 2017-2019 год составит более 600 миллионов рублей. В этом году мы планируем инвестировать в эту программу 153 миллиона рублей. Это нам позволит сделать более 300 тысяч дополнительных вылетов экстренных и, конечно же, построить новую вертолетную площадку на территории первой больницы в городе Ухте.
Модернизация ныне действующих и строительство новых объектов здравоохранения также в числе приоритетных задач. Представитель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал нашу заявку на строительство республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре. В 2017 году также начнется строительство радиологического корпуса Республиканского онкологического центра, диспансера. Начата разработка проектно-сметной документации по строительству лечебного корпуса в Усть-Цильме. И, кстати, это предложение было Усть-Цилемом высказано на общественных слушаниях, которые мы проводили в рамках обсуждения планов развития муниципалитета и программы возрождения региона. Но задач у отрасли немало. Во время личных приемов и встреч с жителями ко мне обращаются неизменно практически пока, к сожалению, с тем, что зачастую невозможно попасть вовремя к врачу, очередь занимают чуть ли не с ночи, качество питания в медицинских учреждениях, на нехватку медикаментов и опять же на отсутствие узких специалистов. Определенные меры уже приняты. Например, более 9 тысяч человек в прошлом году записались к врачу через портал «Государственные услуги». Можно сказать, что это одна из тех мер, которая была принята, и она дала, конечно, свой определенный результат, но незначительный, к сожалению. Тем не менее, жду от правительства республики ежедневной, кропотливой работы по решению этих вопросов и, конечно, скрупулезного, внимательного отношения к жителям республики. Доступность и качество является приоритетом не только для здравоохранения, но и для образования. Напомню, бюджет отрасли более 24 миллиардов рублей. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Важнейший результат 2016 года – ликвидирована очередь в детские сады для детей 3-7 лет. Сегодня нам предстоит решить большую задачу по устройству детей в сады от 1,5 до 3 лет, а их у нас, этих малышей, больше 2000. Для этого уже в 2016 году введены и сданы в эксплуатацию новых 400 детских мест в дошкольных учреждениях. В 2017 году мы планируем завершить строительство 3 детских садов на 245 мест, а также вернуть в систему дошкольного образования 2 здания по 220 мест каждое. Наши школьники должны учиться в достойных условиях и, конечно же, в одну смену. И это для правительства принимает очень конкретные меры и шаги. В 2016 году в республике начата реализация региональной программы по созданию новых школьных мест на период до 2025 года в рамках федерального приоритетного проекта. Открыта начальная школа и сад на 50 мест в Умане, Карткировского района, средняя школа на 400 мест в Летке, Прилузского района. В 2017 году на программу по созданию новых мест в школах будет выделено более 1 миллиарда рублей. С учетом того, что мы получим дополнительную субсидию в 440 миллионов рублей из федерального бюджета. За счет этих средств будет завершено строительство новой современной школы на 1200 мест в Сыктывкаре и начато строительство школы на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района и в селе Усть-Кулом школы на 250 мест. В Ильгорте на базе неиспользуемого, к сожалению, здания агропромышленного техникума будет открыта начальная школа на 160 мест. Уверен, наши усилия позволят детям достигнуть более лучших результатов и показателей. Хотя, не скрою, наши ребята сегодня уже демонстрируют определенные успехи. За них действительно не стыдно. Более 30% выпускников в прошлом году, а это на 6% больше, чем в 2015 году, получили высокие стабильные результаты по ЕГЭ. Ребята действительно молодцы. Наши ведущие школы занимают достойное место в рейтинге 500 лучших школ России. И особенно радует, что в рейтинге 200 лучших сельских школ попали средние школы Обьячева и Визинги. Дополнительное образование детей стало приоритетным федеральным проектом. На сегодняшний день около 70% детей республики занимаются в кружках и секциях. Работу по расширению возможностей дополнительного образования мы продолжим и в 2017 году. Республика вошла в число субъектов Российской Федерации, а их всего 17, в которых будут созданы детские технопарки, так называемые кванториумы. Мы получим на эти цели совместно с федеральным бюджетом 57 миллионов рублей. Значимую роль в развитии экономики, конечно же, играет система профессионального образования. И нам, как никому,
особенно в наших условиях, с учетом нашей истории развития региона, это известно. В республике успешно работают 7 центров профессиональных квалификаций, 2 из которых открыты в 2016 году. И не случайно наш регион на 4-м месте в России в рейтинге трудоустройства выпускников системы среднего и профессионального образования. Высокие результаты своей деятельности показывают и вузы, которые на сегодняшний день стремятся стать инновационными центрами. Здесь среди нас сегодня присутствуют ректора, и я, конечно, хотел бы особо отметить их стремление и, безусловно, результаты достигнуть этих важных, очень качественных показателей для будущих выпускников. Их стремление, как я уже сказал, стал инновационными, должно быть всемерно поддержано правительством республики. Правительство приступило к разработке проекта социального кластера. Среди его задач – формирование перспективных планов социального развития муниципальных образований, подготовка стандартов обеспечения социальной инфраструктурой и многое другое. А конечная цель – создание комплексной системы управления имеющимися и вновь созданными материально-техническими ресурсами на территории во благо жителей нашей республики. Подчеркиваю, комплексно, по всем социальным направлениям. Даже в условиях недостаточных бюджетных средств, если мы правильно выстроим приоритеты, мы сможем поэтапно модернизировать социальную инфраструктуру. Президент России в своем послании федеральному бюджету уже подчеркнул, что социальная сфера должна становиться ближе к людям, к их запросам, быть более современной и справедливой. В соответствии с велением времени наша задача в области социальной политики в 2017 году и в последующие годы перейти к так называемым критериям адресности и нуждаемости во всех мерах социальной поддержки. Делать это нужно, подчеркиваю, прежде всего, с учетом интересов жителей республики. При этом социальная поддержка не должна порождать иждивенчество, подменять гарантии трудоустройства для тех, кто, к сожалению, сегодня живет за чужой счет. Прошу правительство республики, Государственный совет, руководителей муниципалитетов отнестись к этой работе с особым скрупулезным вниманием, проводить экспертные и общественные обсуждения, организовывать индивидуальную работу с жителями, информировать их и разъяснять им о целях и задачах нашей работы. Жители республики должны знать, что делается в этом направлении и на что они могут рассчитывать в рамках мер поддержки, исходя, как я уже сказал, из принципов адресности и нуждаемости. И, конечно же, невзирая на попытки отдельных нерадивых чиновников, мы уже тут столкнулись с определенной историей, нельзя допустить ухудшения или абсолютного отказа от предоставления мер поддержки, и в частности, как я уже обращал ваше внимание, семьям с детьми. Нас, конечно, не может не радовать, что в республике становится все больше многодетных семей, и наша задача – поддержать их всемерно. И в этом, и в целом, эффективное расходование выделенных на государственное социальное обеспечение государственных средств, а их в 2016 году было более 9 миллиардов рублей, было, как я сказал, и остается важнейшей задачей правительства республики. Отмечу, что перечень мер социальной поддержки в республике расширен. Например, с 2017 года возмещаются расходы на проезд к месту обследования и лечения онкологическим больным из труднодоступных районов. Это предложение сельчан также было принято по итогам общественных слушаний в муниципалитетах. И еще до 2018 года продлен срок действия регионального семейного капитала. О результатах рождаемости я уже сказал в начале. Важный вопрос – жилье для детей-сирот. 351 человек из этой категории обеспечен жильем в прошлом году. Объем бюджетных ассигнований был увеличен в 2 раза по сравнению с 2015 годом. И он составил более 433 миллионов рублей. В республике нет очередей в дома-интернаты общего профиля и в детские дома-интернаты. Также удовлетворена в полном объеме потребность в оказании ухода и помощи на дому. Поэтапно решается задача доступности социальных услуг. Завершено объединение сети многофункциональных центров в единую централизованную систему. Сегодня полноценный многофункциональный центр действует в каждом населенном пункте республики с населением более 1000 человек. Но это не предел.
Важно, чтобы в МФЦ люди могли получить субсидии, пособия, сертификаты на материнский капитал и многие другие социальные услуги. Поэтому следует продолжить работу по переводу этих услуг в электронный вид и оказывать указанные услуги, в том числе в офисах «Мои документы». В 2016 году получили свое развитие отрасль физической культуры и спорта. Укрепляется материальная база. Открыт плавательный бассейн в Сыктывкаре, ледовый каток в Эжве. По инициативе жителей республики в 2016 году обустроены десятки спортивных площадок, тренажерных комплексов. Для повышения доступности массового спорта планируется реконструкция республиканского лыжного стадиона имени Раисы Сметаниной, конькобежного в Сыктывкаре, а также строительство новых объектов физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Сосногорске, физкультурно-оздоровительных комплексов в Воркуте, в Троицке, лыжной базы в Сыктывкаре, спортивного комплекса на запасном стадионе республиканского стадиона. В республике вернулся большой спорт. Мы достойно провели в минувшем году 3-й Всероссийский фестиваль национальных неолимпийских видов спорта, бои по смешанным единоборствам Global M1 Challenge. В начале 2017 года республика приняла 3 крупных состязания: Суперкубок России по хоккею с мячом, Первенство России по баскетболу среди девушек, Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров, где сборная команда России стала чемпионом мира. В марте в Сыктывкаре пройдет первенство Кубка России по плаванию. У сыктывкарского строителя появился сильный тренер. Команда вновь заразилась духом победы, поддерживается постоянными спонсорами, а главное, хоккеисты вновь чувствуют поддержку болельщиков. И наши ребята уверенно сегодня борются за право войти в Суперлигу. В перспективе мы планируем проведение Кубка мира по полиатлону в Ухте. Я думаю, уже глава администрации напрягся, сколько ему придется сделать. Подана заявка на проведение в 2021 году в рамках столетия чемпионата мира по хоккею с мячом, но уже среди взрослых. В 2016 году объем финансирования отрасли культуры составил более 2 миллиардов 800 миллионов рублей. Приоритетными оставались развитие и модернизация соответствующей инфраструктуры. Отремонтировано 10 учреждений культуры, в том числе в рамках социального партнерства. Например, при поддержке компании «Лукойл» в Сосногорске после 5-летнего перерыва открылся реконструируемый Дом культуры «Горизонт». В Ухте в рамках сотрудничества с обществом «Газпром Трансгаз Ухта» отремонтирован городской дворец культуры. И тут я вынужден признаться, что Александр Ильич Гайворонский много в этой части нас стимулировал, но вынужден был сам принять решение вложить деньги. Александр Ильич, спасибо. Еще есть у нас вопросы, о которых я уже сказал, которые, к сожалению, мы не сумели решить, либо сделать. Но есть пока такие партнеры, я думаю, что у нас светлое будущее. В планах 2017 года ремонт учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы. Из крупных объектов отмечу завершение строительства культурно-досугового центра в селе Кослан, о чем уже давно говорили ударчане. Для сохранения кадров и привлечения молодых специалистов планируется повышение материальной обеспеченности работников учреждений культуры. И, конечно же, подготовка молодых работников культуры будет обеспечена за счет заключения договоров со специализированными высшими учреждениями в Санкт-Петербурге и Москве. В рамках подготовки к столетию республики одна из важнейших задач является реконструкция Государственного театра оперы и балета. В 2017 году в республиканском бюджете уже предусмотрены средства на разработку проектной документации, что в дальнейшем нам, конечно же, позволит рассчитывать в том числе на привлечение средств не только федерального бюджета, но и, конечно, спонсорской помощи наших партнеров. В 2016 году расширены направления грантовой поддержки в сфере туризма. Созданы новые объекты туристической инфраструктуры, установлен горный модуль для туристов на плато Мань-Пупунер. В 2017 году будет открыт туристический информационный центр Республики Коми, создан государственный туроператор на базе этнопарка. В августе впервые пройдет республиканский фестиваль воздухоплавания. В Воркуте запланировано проведение международного форума по вопросам развития туризма в Арктике. Но очевидно, что возможности республики в этом не ограничиваются. И, конечно же, в каждом муниципалитете есть планы, интересные проекты по развитию туристической
отраслей. Пора переходить от слов к делу. Правительству республики необходимо максимально оказать и всемерно поддержать эту отрасль развития в регионе. Неотъемлемая часть государственной политики республики – это укрепление единства российской нации, сохранение гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений. Не скрою, было очень приятно, что во время празднования 95-летия те мероприятия, которые реализовывались, нас действительно всех вместе сплотили. Более 600 тысяч человек в городах и районах приняли участие в этих мероприятиях. Созданы на сегодняшний день региональный благотворительный фонд по возрождению культурно-исторического наследия, Совет по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Первое заседание Совета недавно состоялось в новом открытом Доме дружбы народов. Их задача, конечно же, сообща в режиме диалога решать самые важные, самые порой сложные вопросы духовно-нравственного развития республики и наших жителей. Надеюсь на их активную работу в 2017 году. Знаковым событием прошлого года стал визит в республику патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С его благословения в республике образованы две епархии. Сыктывкарская и Коми-Зырянская, сегодня архиепископ присутствует вместе с нами, и Воркутинская и Усинская. В 2016 году в республике пройдут крупные мероприятия в области межкультурного и межнационального сотрудничества. Центральным, конечно, из них станет 6-й съезд финно-угорских народов. Хочу подчеркнуть, межнационального мира, взаимопонимания, уважения друг к другу нельзя достичь только посредством закона или постановления. Задача правительства стоит в том, чтобы создать все условия для гармоничного развития общества, чтобы каждый человек чувствовал, что республика для него родной дом и внес свой непосредственный вклад в улучшение жизни в регионе. Одним неосторожным движением, либо словом, дорогие друзья, можно разрушить то, что складывалось на нашей земле веками. Давайте сделаем все, чтобы гордость за республику, за ее жителей были не просто словами. Конечно, важнейший индикатор социального самочувствия – это, безусловно, доходы населения. В прошлом году основными задачами правительства были повышение уровня заработной платы, в том числе в бюджетной сфере, и недопущение ситуации с ее, не дай бог, невыплатой. Существенно снизилось число организаций, имеющих долги по заработной плате, а полностью погашена задолженность на общую сумму более 160 миллионов рублей. Средняя зарплата выросла почти на 7% и достигла 43 тысяч рублей. Впервые для повышения уровня оплаты труда введен дифференцированный подход к минимальной заработной плате для южных и северных природоклиматических зон республики. С 1 января 2017 года размер их составляет 8100 рублей по южной, 9300 по северным природно-климатическим зонам. Для сравнения, минимальный размер оплаты труда в стране 7500 рублей. С 1 июля 2017 года МРОТ будет увеличен, соответственно, до 8700 и 10 тысяч рублей по этим климатическим зонам. Хочу отметить один показатель. Он раньше никогда не приводился, но я хочу, чтобы вы все его знали. Объем банковских вкладов населения на 1 января 2017 года в республике составляет 115 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем в 2015 году. Деньги есть? Как раньше, помните? Существенно снизились темпы инфляции. Хочу отметить, что этот показатель достиг 4,8% против 13,2% в 2015 году. Это один сегодня из самых низких показателей среди регионов Северо-Запада. И еще, индекс потребительских цен в республике достиг самого своего низкого предела за последние 15 лет. Важнейшей задачей работы правительства стала реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. К 1 января 2017 года расселено более 110 тысяч квадратных метров. Для сравнения, на 1 января 2015 показатель был 8,7 тысяч
квадратных метров, а на 1 января 2016 года 41,6. Сделан серьезный прорыв, безусловно. Тем не менее, о решении всех задач в части переселения говорить пока рано. Ведется большая претензионная работа, возвращается имущество, недобросовестные застройщики привлекаются к ответственности. Общие усилия должны привести к завершению этой программы в установленные сроки до 1 сентября 2017 года. Всего же в прошлом году было введено 230 тысяч квадратных метров жилья, что на 11% больше, чем в 2015 году. Общий объем государственной поддержки на улучшение жилищных условий был 1 миллиард рублей. Мерами поддержки воспользовались более 700 семей республики. В сфере ЖКХ построено, капитально отремонтировано и реконструировано 68 котельных в городах и районах. Среди них такие сложные и проблемные объекты, как Воркутинская ТЭЦ-2, котельные в поселках Елецкий, в Воркуте, Зеленоборск, в Печорском районе. Большой объем работы был выполнен в Сыктывкарском районе. В этой работе есть острая необходимость, и она, безусловно, будет продолжена. У нас, к сожалению, изношены практически все котельные. Теплотрассы, водоводы, нам нужно заменить сгнившие трубы и, безусловно, их заменить на новые, современные. Для этого в том числе нужны конституционные соглашения, инвесторы, которые будут вкладывать деньги в модернизацию. Тогда и тарифы катастрофически повышаться не будут, и качество оказываемых услуг будет на соответствующем уровне. Концессии же, конечно, в сфере ЖКХ – это не панацея, но один из способов модернизации того, что, к сожалению, мы имеем на сегодняшний момент. Пока в республике есть только отдельные примеры, но пора уже от раздумий, общих разговоров переходить к решительным действиям. Но я могу сказать, что дело не только в трубах и в задвижках. Постоянно перед нами, конечно, испытания проводит природа, наши сложные климатические условия. Чего мы только не испытали в прошлом году. Северная природа нам преподнесла и ураганы, и ветры, и рекордные снегопады. Результатом, конечно, были и порывы электрических сетей, также были аварии системы водоснабжения, теплоснабжения, но это уже либо от ветхости, о чем я уже сказал, но в большей степени, друзья мои, это от бесхозяйственности. Мы с вами не успеваем убирать снег, и это уже даже не смешно. Нарекания граждан абсолютно справедливые. Задача одна – начинать уборку незамедлительно. Иначе мы не сможем водить детей в садики и в школы, экстренно спасать больных, как уже здесь были случаи, когда скорая не могла пробиться в один из населенных пунктов района. И, конечно же, нам, безусловно, требуется чистота и порядок на улице для того, чтобы просто наладить нормальную жизнедеятельность. Особенно обращаю внимание наших коммунальщиков. Все спят, а вы работаете, друзья. И никак иначе. Я говорил об этом уже в прошлом году, и не грех повторить и сегодня. Благоустроенность и порядок на территориях – это показатель нашего отношения к самим себе и к региону. Один из индикаторов привлекательности и качества жизни на нашей земле. Уважаемые коллеги, мы с вами остановились на том, что было сделано. Но для того, чтобы идти дальше, успешно работать, реализовывать наши планы, повышать качество жизни, необходимо обеспечивать устойчивость экономического развития республики. То есть нужно просто зарабатывать. Это требует и новые подходы в региональной политике. 16 января 2017 года президент Российской Федерации подписал указ об утверждении основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года. Это крайне своевременное решение президента, которое позволит российским регионам развиваться с учетом их экономических, географических и климатических особенностей. Наконец, такое решение президентом принято. И это для нас, конечно, один из важных индикаторов дальнейшего развития.
В числе приоритетов обозначены инфраструктурное и социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения и ростом экономического потенциала. Во главу угла президент ставит самостоятельное исполнение субъектами своих полномочий в рамках имеющихся потенциальных возможностей. Поэтому правительству республики в 2017 году необходимо работать над снижением долговой нагрузки, повышением доходов бюджета и привлечением инвестиций. По республике Коми кризис, к сожалению, ударил больнее, чем по многим другим российским регионам. Так как пока основной источник пополнения бюджетных доходов – это доходы от добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Они у нас составляют более 45% от всей доходной части. Конечно же, нам предстоит в ближайшей перспективе менять структуру экономики. Но за короткое время, тем более в условиях продолжающейся нелепой западной экономической конфронтации, осуществить кардинальные перемены в этой сфере задача архисложная. Мы движемся поэтапно, шаг за шагом. Открываем новые производства, привлекаем инвестиции, делаем ставку на те отрасли, которые позволяют обеспечить экономический рост. Да, есть задачи, которые пока, к сожалению, как я уже сказал, не удалось решить. По итогам 2016 года зафиксировано снижение по таким показателям, как валовый региональный продукт. По предварительным расчетам ВРП уменьшится на 4% по итогам 2016 года. Индекс промышленного производства, к сожалению, составит 95,8% по сравнению с 2015 годом. Для изменения ситуации необходимо усилить работу, как я уже сказал, по привлечению инвестиций, формированию благоприятного климата, особенно с учетом наличия нами, все-таки добившись, неценовой зоны на рынке электроэнергетики. И это то предложение, которое поддержал президент, которое уже на сегодняшний момент реализовано. В 2016 году правительству Республики Коми удалось определенным образом достичь успехов в привлечении инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал составил более 186 миллиардов рублей, что на 6,4% больше, чем в 2015 году. В этом показателе республика занимает лидирующее место среди регионов Северо-Запада. Налоговые поступления в консолидированный бюджет республики за год увеличились на 5,5 миллиардов рублей, более чем на 9% по сравнению с 2015 годом, и составили 65,5 миллиардов рублей. Нам удалось существенно снизить бюджетный дефицит почти в 2,5 раза по сравнению с благополучным 2013 годом. В республике из списка приоритетных в ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов с потенциалом в несколько сот миллиардов рублей. Основной объем инвестиций приходится на проекты в таких отраслях, как производство овощей, транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, в частности титановых руд на Пижемском месторождении. В конце прошлого года подписано соглашение Руститана и Росатома по его освоению. Также вырастут инвестиции в целлюлозно-бумажное производство, углехимию, биохимию, нефть и газохимию. Рост инвестиционной активности связан с нашим пересмотром в подходах в работе с инвесторами. И, конечно же, это благодаря реальной всесторонней их поддержке. Сегодня сформирована соответствующая законодательная база, расширен перечень получателей налоговых преференций, принят закон о некоторых вопросах формирования и реализации промышленной политики, разрабатывается порядок заключения инвестиционных приоритетных проектов. Учитывая концептуальные положения государственной политики регионального развития, нужно в первую очередь стремиться к отказу от неэффективных льгот, а также продолжать работу по формированию приоритетных инвестиционных проектов федерального, регионального и местного уровней, в том числе тех, которые в прошлом году были предложены жителями республики в рамках обсуждения программы возрождения и планов развития муниципальных образований. Также необходимо более активно работать над созданием инфраструктуры для инвестиций с помощью механизмов государственно-частного партнерства. Мы начали активное взаимодействие с институтами развития. Это также позволит влиять на инвестиционный климат. В январе подписано соглашение с фондом Сколково. В республике есть достаточное количество проектов, которые на сегодняшний день могут стать резидентами этой организации развития. В прошлом году подписано соглашение с крупнейшими российскими финансовыми структурами, Сбербанком и банком ВТБ-24. Мы заинтересованы в том, чтобы с их участием
привлекать сюда крупные инвестиции, направлять средства на развитие республики. Мы видим перспективы сотрудничества по реализации федеральных целевых программ, госпрограмм Республики Коми, инвестиционных проектов и проектов в рамках развития государственно-частного партнерства. И касается развития и малого бизнеса, агропромышленного комплекса, жилищного строительства и многих других направлений, по которым мы уже сегодня активно с ними взаимодействуем. В этом году будет создан региональный инвестиционный офис, который вместе с Республиканским гарантийным фондом позволит адресно работать с каждым инвестором. Особо важным направлением инвестиционной политики является укрупнение и укрепление международного и межрегионального сотрудничества. В настоящее время в качестве стратегических партнеров мы рассматриваем в частности Республику Беларусь, страны Баренца, Евроарктического региона. Ведется работа по привлечению инвестиций из стран Персидского залива. Коллеги, пора переходить от обсуждения к конкретным реальным делам. Расширенный полномочия функционал представительств республики, введена должность спецпредставителя. Перед ними ставится простая и совершенно конкретная задача. В кратчайшие сроки совместно с органами исполнительной власти региона и других органов власти, в том числе федеральных, в поиске привлечения в республику инвесторов, деловых партнеров, продвижению наших конечных продуктов на рынке других регионов и других стран. Крупнейшими инвесторами выступает компания, перезагрузки с которыми, в отношениях с которыми я говорил в прошлом году. Я искренне благодарю за сотрудничество руководства наших основных партнеров, руководителей компании «Газпром» Алексея Борисовича Миллера, президента компании «Лукойл» Гита Юсуповича Аликперова и, конечно, ныне сегодня присутствующего генерального директора Монди Сыктывкарской ЛПК Клауса Пеллера. Общий объем инвестиций «Лукойла» на территории республики в 2016 году составил более 59 миллиардов рублей. На социально-экономическое развитие региона компания направила 1,5 миллиарда рублей. И это несколько раз превышает соответствующий показатель 2015 года. И что крайне важно, бюджет экологической программы компании был увеличен практически в 2 раза по сравнению с 2015 годом. 25 миллиардов рублей в прошлом году было вложено в эти проекты. ПАО «Газпром» в январе 2017 года ввел в эксплуатацию вторую нитку магистрального газопровода Баовенково-Ухта. В целом на территории республики в прошлом году «Газпром» обеспечил инвестиции в объеме 118 миллиардов рублей. И это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. На развитие социальных проектов благотворительность направлена более 300 миллионов рублей. Затраты ОГО «Тарангас-Ухта» на природоохранную деятельность в 2016 году составили более 370 миллионов рублей. Мы вместе с Александром Викторовичем продолжаем работу с руководством газового гиганта. Рассчитываем, что наши усилия будут реализованы в подписанном в ближайшее время соглашении. Процедура согласования непростая, коллеги. Но я все-таки уверен, что коллеги в Большом «Газпроме» нас слышат, и результат нашей совместной деятельности будет абсолютно налицо. Есть первые результаты газификации для населения, сделаны первые шаги в рамках новой программы, принятой в том числе из благословения, так сказать, Алексея Борисовича Миллера на 16-20 годы. Заключены уже договоры на проектно-изыскательские работы, полным ходом идет согласование объемов и источников финансирования. Правительство республики совместно с ПАО «Газпром» и ПАО «Т+» завершает согласование планов по переводу на газ в Воркутинской центральной водогрейной котельной, которую мы хотели бы завершить до 2018 года. Ну, если, так сказать, планы не будут такие ускоренные, то, конечно, в 2018 году обязательно. И в Воркутинской ТЭЦ-2, которые, конечно, должны завершиться до 2020 года. Говоря о работе с крупнейшими промышленными предприятиями, я, конечно, уже, как раньше и сейчас уже говорил, отмечу Монди СЛПК. Инвестиции в модернизацию целлюлозно-бумажного производства компании в прошлом году составили 14 миллиардов. На проекты в области экологической безопасности было направлено около 550 миллионов рублей. В 2017 году только инвестиции в реконструкцию канализационных очистных сооружений составят 1,5 миллиарда. Кроме того, в этом году на проекты социального сотрудничества компания Монди направит 1 миллиард рублей. Это в 5 раз больше, чем было за предыдущие годы. Буквально вчера правительство республики и компания подписали соответствующее соглашение. Вот он, герой, сидит. Поаплодируйте ему.
Учитывая социальную значимость предприятий, которые работают на 8 районах нашей республики, к сожалению, остаются пока еще экологические риски, связанные с деятельностью. Необходим, безусловно, дополнительный общественный контроль, выполнение компанией своих обязательств. Прошу депутатов, общественность, профсоюзы активно подключиться совместно к этой работе. Хотел бы обратиться к руководству ПАО «Роснефть» и ПАО «Транснефть» с предложением расширения пакета социально-экономического сотрудничества с республикой и отработки таких планов в ближайшее время. С нефтяной компанией «Роснефть» в 2016 году мы заключили новое соглашение о сотрудничестве. Оно действительно такое объемное, много в нем заложено определенных планов, перспективных проектов. Его дочерняя компания «Северная нефть» инвестировала в геологоразведочные работы на территории региона 400 миллионов, перечислила в регион, в бюджет региональный 300 миллионов налогов. Правительству необходимо продолжить эту работу и в рамках, в том числе, действующего соглашения. Акционерное общество «Транснефть Север» в 2016 году увеличило объемы транспортируемой нефти до 22 миллионов тонн. Налоговые поступления в республиканский бюджет составили выше, чем 1 миллиард 150 миллионов рублей. В 2015 году у нас также было перезаключено соглашение, и мы надеемся на более системное сотрудничество с компанией. Коллеги, необходимо отметить, что крупнейшие предприятия нашего региона увеличили финансовую помощь республике в рамках социально-экономического партнерства в прошлом году в 3 раза по сравнению с 2015 годом. Эта цифра была в 2015 году 600 миллионов, а в 2016 1 миллиард 800 миллионов рублей. И я благодарен нашим партнерам за их вклад в развитие республики и обращаю особое внимание правительства и глав муниципальных образований о необходимости неукоснительного исполнения всех обязательств, которые мы на себя приняли. Говоря о привлечении инвестиций, необходимо иметь в виду не только создание новых предприятий, но и возможность тех, кто, к сожалению, пока был в полуразрушенном состоянии. Мы с вами говорили о том, чтобы эти предприятия получили дополнительную поддержку, новый импульс, чтобы они в трудных условиях получили нашу всестороннюю помощь. И уже есть первые результаты. На базе Сыктывкарского металлообрабатывающего завода открыт завод по производству башенных кранов. Работа Сыктывкарского промкомбината, в отношении которого была начата процедура конкурсного производства, будет возобновлена. Обязательства по развитию комбината и выводу его из кризиса взяла на себя компания «Лузалес». Завершается процесс слияния птицефабрики «Зеленецкая». Ну, на самом деле правильно, влияние. Они хорошо влияют на другие предприятия. И Сыктывкарская. Фактически это сделано для того, чтобы сохранить Сыктывкарскую птицефабрику, ее трудовой коллектив, увеличить производство яиц и мяса птицы. Для республики стратегически важным является развитие транспортной сферы и обеспечение устойчивой связи. Объем финансирования дорожной отрасли в 2016 году составил 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Это содержание, только вдумайтесь, почти 6 тысяч километров региональных и муниципальных дорог, ледовых переправ, зимников, ну и, конечно, строительство и ремонт в прошлом году было осуществлено почти 90 километров. Важным событием стал пуск проекта ГЧП по строительству и реконструкции автомобильной дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар на участках Малая Пера-Ираэль и Ираэль-Каджиром. Общая протяженность построенной дороги в рамках ГЧП составит 80,5 километров. Второй вопрос – мост через Печору. Надо приложить правительству все необходимые усилия, чтобы такой стратегический объект появился при соединении 2 участков. В планах 2017 года открытие пригородного маршрута Микунь-Кослан и, конечно же, начало строительства железнодорожного вокзала в Сосногорске. Это что касается железнодорожной тематики. Комиатранс открыл дополнительные рейсы у нас и дополнительные рейсы, которые мы смогли совместно с нашими партнерами организовать в рамках поезда Сыктывкар-Москва и Сыктывкар-Кослан. В прошлом году был открыт новый железнодорожный вокзал в Княж-Погосте. Заработали 3 новых пассажирских парома в Вуктыле, Уцильме и в Печоре. Но еще в этом направлении много что предстоит сделать. Взят курс на серьезные преобразования в сфере пассажирских перевозок наземным автотранспортом.
Республика перешла на конкретную контрактную систему при отборе перевозчиков. Это позволит нам не только сократить расходы бюджета, но и повысить конкурентную способность участников рынка. Также приобретены первые 40 автобусов на газомоторном топливе. И с помощью компании «Трансгаз Ухта» нам удалось уже сейчас сформировать надежную систему обеспечения топливом этих автобусов. В 2016 году около 16 тысяч человек из 71 населенного пункта получили доступ к мобильной связи и интернету. Этот проект крайне востребован в регионе, и мы в 2017 году обязательно продолжим эту работу. В ходе общественных слушаний программы развития муниципалитетов поступало немало предложений об организации сотовой связи в тех населенных пунктах, которые не приходит федеральный оператор. И нами проработан этот вариант, и уже сегодня достигнуты соглашения о том, чтобы путем кооперации операторов фиксированной и подвижной связи в населенных пунктах достичь того самого эффекта и, конечно же, максимально использовать оптоволоконные линии связи. Важнейшим условием экономического развития является рост промышленного производства. Я уже говорил об этом, к сожалению, есть немножко негативности в этом, что мы не достигли определенных показателей, но я сейчас скажу почему. Хотя хотел бы отметить, безусловно, с позитивного. В этом году, в прошлом году, хотелось бы отметить лесопромышленную отрасль. Понятно, что конъюнктура рынка, определенные ценовые параметры и все, что с этим связано, безусловно, повлияли на устойчивость и прибыльность работы отрасли. Помимо Мондис ЛПК, крупными инвестиционными проектами было реализовано, в том числе и озабочена, и реализовала такая компания, как Луза-Лес, направлено около 1 миллиарда рублей на модернизацию и развитие лесопильного производства, производство биоэтанола. Жешерский ЛПК инвестировал 400 миллионов в техническое перевооружение. Компания Промтехсервис направила 325 миллионов рублей на создание деброобрабатывающих мощностей и так далее, и так далее. Ряд еще не столь больших, но очень важных для нас компаний тоже инвестировали сотни миллионов рублей в развитие лесопромышленного производства. По предварительным данным, подчеркиваю, пока предварительно, пока только отчеты получаем. В прошлом году в республике было заготовлено более 6,6 миллионов кубических метров леса. И, конечно же, это идет в процессе совместно с лесовосстановлением. Это сейчас неотъемлемая часть требований к тем, кто занимается вопросами лесозаготовки. И что особенно важно, мы добились практически того, что весь лес перерабатывается на территории республики. Весь. Ни один кубический метр не вывозится. У нас созданы все виды производства, от лесопиления до выпуска бумаги и картона. Востребованность продукции на мировом рынке вывела отрасль в драйверы. При этом потенциал республики, как вы знаете, далеко не исчерпан. Ключевой задачей лесного комплекса является переработка древесины, в том числе древесных отходов. Уже активно создаются пеллетно-брикетное производство. В ближайшее время в республике будет производиться более 100 тысяч кубических метров пеллетной продукции. Это в год. В планах перевести весь юг республики на этот экологический современный вид топлива. Я имею в виду жилищно-коммунальную сферу. Еще одно направление использования коры и щепы в производстве электроэнергии. Электроэнергия получается дешевая и фактически на нашем местном топливе. И, наконец, увеличение выхода деловой древесины до более чем 40%. Все это будет работать на дальнейшее развитие лесопромышленного производства и, конечно же, развитие региона. В то же время в трудной ситуации в 2016 году оказалась угольная промышленность республики. 25 февраля, как вы знаете, произошли трагические события в городе Воркуте на шахте «Северная». Они унесли жизни 36 человек. Это настоящая трагедия для республики, для воркутинцев, особенно для семей погибших. Правительство республики сделало все необходимое и возможное, чтобы оказать им своевременную помощь, в том числе и финансовую. Из республиканского бюджета было направлено единовременно выплат семьям 76 миллионов рублей. Понятно, что с помощью федерального бюджета, с помощью принятых решений, но эта сумма была совместно именно такой. В рамках коллективного договора «Воркута-Уголь» выплатила 156 миллионов рублей. Более 47 миллионов составили страховые выплаты.
а семьи погибших спасателей получили компенсацию более чем 17 миллионов рублей. Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров Сбербанк и Банк ВТБ-24 за оказанную поддержку. Вся задолженность семей погибших по банковским кредитам была списана. Оказана вся необходимая помощь в лечении, реабилитации пострадавших, горняков, членов семей погибших и их членов семей. Летом за счет средств республиканского бюджета детвора отдохнула, поправила здоровье, и в частности те члены семьи, которые нуждались в таком уходе. Поскольку после неудачной попытки ликвидации аварии было принято решение о ее консервации шахты, первоочередной задачей стало трудоустройство горняков. Из 1049 человек 900 трудоустроены. Остальным предлагаются варианты трудоустройства, в тех случаях, если люди хотят жить и работать дальше в нашем регионе. На дополнительные мероприятия по занятости населения было направлено почти 70 миллионов рублей. Профессиональное переобучение, стажировку прошли более 500 сотрудников «Воркута-Уголь». Помощь в трудоустройстве получили также, в том числе и члены семей погибших и пострадавших. Сегодня акционерное общество «Воркута-Уголь» создана комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с сокращением работников. В ее состав входят и представители администрации Воркуты, Министерства труда и занятости, социальной защиты республики, Государственной инспекции труда и, конечно же, профсоюзы. Ввиду трагедии, и последующей остановки шахты «Северная», а также перебоев в работе шахты «Интинская», объемы добычи угля были снижены на 27%, а в Инте на 13%. Проблема усугубляется еще и тем, что, как вам известно, западные аналитики, эксперты пытаются внушить всему миру, что уголь вреден для климата Земли, что от него нужно, конечно, избавляться. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не понимать, что это целенаправленная работа по разрушению топливно-энергетического комплекса России. Я хочу сказать, что несмотря на это, правительство республики в ежедневном режиме принимает все необходимые меры для стабилизации работы на наших угольных предприятиях. Наша задача к 2018 году, конечно же, восстановить объемы добываемого угля. Еще одна перспектива – дальнейшее развитие наших угольных моногородов, развитие углехимии. Я хотел бы отметить, уважаемые друзья, что этот год для нас не будет легче, чем прошедший. Но хочу сказать, что есть расчеты, оценки и перспективы, что уголь в мире и его добыча будет расти, как бы кому ни хотелось. По прогнозам Международного энергетического агентства, мировое потребление угля в следующие 10 лет вырастет в мировом масштабе на 10%. И понимая перспективы, нам надо использовать потенциал Воркуты и Инты. В Инте продолжается работа по снижению издержек на перевозку угля, финансовому оздоровлению предприятия. Чтобы сохранить объем добычи угля и обеспечить занятость шахтеров в Воркуте, разрабатывается проект отработки большей части запасов шахты «Северная» через шахту «Комсомольская». Кроме того, совместно с «Северсталь Менеджмент» и Новолипецким металлургическим комбинатом мы в ближайшее время приступим к отработке проекта по освоению месторождения УСА-3, которое действительно располагает ценными породами угля. Кроме того, Воркутинская энергетическая компания начинает промышленную разработку Верхнесырьягинского месторождения, углеразрез промежуточный. Руководство компании заверило, что намерено довести годовую добычу угля до 1 миллиона 200 тысяч тонн в год. Наша особая ответственность связана с тем, что Воркута и Инта – это моногорода, сохранение и развитие которых, безусловно, приоритет не только прошлых лет, не только 2017 года, но и, конечно же, на перспективу. В прошлом году мы начали решать задачи, связанные с жизнеобеспечением Воркуты. Во-первых, это сокращение издержек на услуги ЖКХ. Выполняемые поручения президента Российской Федерации по вопросу функционирования энергетического комплекса Воркуты, правительство республики совместно с Федеральной антимонопольной службой ПАО «Т+» проработало вопросы по ремонту и модернизации Воркутинской ТЭЦ-2, утверждена инвестиционная программа на 2017-2019 годы. Она предусматривает средства в объеме 1 миллиарда 700 миллионов рублей. И что очень важно, коллеги, это не приведет к росту тарифов на тепловую энергию, они останутся в рамках действующих нормативов. Вторая застарелая воркутинская проблема – переселение людей из неперспективных поселков.
Отрасль сужается, конечно, люди остаются, бросить на произвол судьбы мы их не имеем права. В 2017 году из республиканского бюджета планируется выделить 60 миллионов рублей, сумма незначительная, но тем не менее это первый шаг. Именно на переселение более 300 семей в более комфортные жилые условия. Достигнута договоренность с компанией «Воркута-Уголь» о совместном решении этой проблемы в 2018-2019 годах. Для этого у нас потребуется проинвестировать, в прямом смысле этого слова, 250 миллионов рублей, а из бюджета «Воркута-Уголь» мы договорились, будет направлено на эти цели 100 миллионов рублей. Переселение позволит не только улучшить жилищные условия воркутинских жителей, но и повысить доступность социальной инфраструктуры для них. Все-таки удаленность, сами понимаете, влияет на эти все особенности и проблемы. В свою очередь, угледобывающие предприятия позволят себе доступ к перспективным залежам ценных пород угля, повысить соответствующую добываемость, а муниципалитет направит сэкономленные средства, наконец, на благоустройство города. Что касается развития других моногородов республики, вы уже знаете, неоднократно мы об этом говорили, были сюжеты, конечно, результаты тоже есть. В прошлом году заключено генеральное соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов. Планируется привлечь более 300 миллионов на строительство соответствующей, сопутствующей инфраструктуры, в частности, объектов в городе Емва. В самое ближайшее время ожидается принятие постановления правительства Российской Федерации о создании в Емве территории опережающего социально-экономического развития. Задача правительства республики – продолжить работу по созданию территории опережающего развития во всех моногородах. В программе комплексного развития моногородов должны быть обязательно включены мероприятия по благоустройству территорий, реконструкции либо созданию современных объектов инфраструктуры, которые нам необходимы как в реализации инвестиционных проектов, так и для повышения качества жизни населения. Сельское хозяйство. Проекты по выращиванию овощей на закрытом грунте – драйверы развития не только в моногородах, но и, конечно же, в целом сельскохозяйственной отрасли региона. В 2016 году правительство республики подписало 2 соглашения о сотрудничестве с инвесторами по реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Я имею в виду крупные, потому что было разных очень много. И речь идет о строительстве тепличного комплекса в Емве, и как раз этот комплекс закрытого цикла с 2400 головами скотомест в Жешерде. В этом году планируется подписание соглашения о строительстве тепличного комплекса в Сосногорске. Благодаря этим и другим масштабным проектам, а также изменению подходов в господдержке в сельском хозяйстве со стороны правительства и Российской Федерации, и правительства региона, отрасль вступает в новый свой этап развития. В мае 2016 года я подписал указ о мерах по повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Была разработана соответствующая дорожная карта, бюджет отрасли составил около миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в 2015 году. Благодаря этому увеличены объемы производства, ну и не только благодаря этому, конечно, и другим мерам. Именно производство скота, птицы на 7%, яиц на 18%, так тоже рекордно, яйца у нас расходятся. Овощей открытого грунта, ну пока закрытого грунта, ну пока на 2%. Я думаю, что с введением тех самых перспективных инвестиционных проектов у нас будет значительный рост производства овощей. Продолжается возрождение кооперации на селе. Как ни крути, а все равно без этого мы обойтись не сможем. Небольшие предприятия, конечно же, зачастую сталкиваются с трудностями. Это и по логистике, и по инфраструктуре, не только производства, но и сбыта своей продукции. А продукция у наших предприятий очень вкусная. И, конечно, разработана дорожная карта по созданию кооперативов. Она вступила в действие в 2016 году и будет действовать на 5-летний период. Задача развития кооперации должна решаться комплексно. Усилия всех уровней власти должны быть задействованы в этой работе. И здесь важная роль, конечно же, у муниципалитетов, задача которых найти инициативных людей, стимулировать их, мотивировать на эту работу и, безусловно, помочь им в развитии кооперативного движения. В прошлом году приняты серьезные меры по развитию производственной базы АПК. Построено и реконструировано 15 животноводческих комплексов. Они не маленькие. И это было в 9 муниципальных образованиях. Республика получила 2600 новых
и модернизированных скотомест. Начали практику внедрения робототехники. 370 уже роботизированы. Никто не был на таком предприятии. Съездите, посмотрите. Девушки, я вам могу гарантировать, что СПА отдыхает. Модернизирован свиноводческий комплекс в Ихтыдинском районе. Один из лучших, не побоюсь этого слова, не только в России, но и в Европе. Он действительно является драйвером. Поэтому я не зря, знаете, оговорился по поводу фабрики Зеленецкая. Руководитель этой компании является примером отношения не только к делу, но и отношения к людям, которые работают на этом предприятии. Введены в эксплуатацию новые овощехранилища, отреконструированы. И сегодня мы создали почти 4000 тонн хранения. Отмечу, что численность фермерских хозяйств в 2016 году, с учетом мер поддержки фермерским хозяйствам, увеличилась на 30% и достигла 460. Фермерским хозяйствам предоставляются гранты, финансовая поддержка на содержание сельхозживотных, птицы. И по просьбе селян мы, конечно, вернулись к поддержке личных подсобных хозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных. В результате прирост производства сельхозпродукции фермерских хозяйств составил 7,5% по сравнению с 2015 годом. Решен вопрос сохранения оленьих пастбищ и защиты хрупкой северной экосистемы. Законопроект, внесенный в 2014 году и предполагавший, конечно, бесконечное движение по тундре, мною отвозом из Государственного совета. В регионе 79% сельхозугодий, а это, только вдумайтесь, 235 тысяч гектар не задействованы в сельскохозяйственном обороте. Причем 46 из них – это пашни. Вот где говорится непаханное поле для работы. В регионе, как я уже сказал, мы должны максимально наращивать объем производства картофеля. И, конечно, мы ищем разные подходы, и стимулирующие, и в том числе создающие сбытовую потребность. Для решения этой задачи в том числе предполагает строительство завода по производству картофельного крахмала. Но понятно, что картофель сохранить без овощехранилищ невозможно, поэтому сначала создаем овощехранилище, создаем ресурсную базу, а после этого инвестор рассматривает вопрос в инвестиции в такое производство. Предполагается первоначальный объем переработки и выпуска 15 тысяч тонн крахмала в год. Мы уже говорили на эту тему вот с Клаусом. Клаус, его предприятие одно из самых активных потребителей крахмала. В 2017 году будет реализовано и реконструировано достаточное количество предприятий. Я не побоюсь сказать, что мы приступили к формированию рыбной отрасли в регионе. Первый такой проект у нас будет реализован в Сосногорске, реконструирован рыбопитомник. И, конечно же, будут достроены, реализованы все те проекты, которые мы начали раньше. В частности, завершен второй этап комплекса на 1200 голов в Прилузском районе крупного рогатого скота. В этом году Республика Коми вошла в перечень неблагоприятных для производства сельхозпродукции субъектов Федерации, но это признано открыто. Поэтому сегодня совместные меры, которые мы должны будем принять с федеральным министерством, должны помочь нам, во-первых, увеличить государственную поддержку, а во-вторых, конечно же, должны дать свой непосредственный результат в повышении уровня продовольственной безопасности региона и повышении отдачи сельских производственных мощностей. Прошедший год доказал, что вложения в отрасль дают ощутимый результат, и сельчане республики заслуживают самых добрых слов благодарности за свою успешную работу. Надеюсь, тут аплодисменты не помешают. Уважаемые коллеги, рост экономики невозможен без эффективного управления государственными финансами. В приоритете наращивание доходов регионального бюджета. Ну и, конечно, мы не обойдемся без оптимизации бюджетных расходов. По программе 2016 года, по итогам и в 2017 году мы должны сэкономить до 2 миллиардов ежегодно. В 2018 году экономия составит порядка 3 миллиардов рублей. Правительство в 2016 году продолжило работу по увеличению средств федерального бюджета.
и объем поступивших в республику межбюджетных трансфертов по итогам исполнения 2016 года составил 5,6 миллиардов рублей, что на 1,5% больше аналогичного показателя 2015 года. Вы сами знаете, с каким сегодня трудом все это достается, но тем не менее успехи в этом вопросе есть. В 2017 году нам удалось расширить соответствующую помощь федерального бюджета и привлечь средства на новые направления. Оказание экстрамедицинской помощи гражданам, проживающих в труднодоступных районах, укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, театров, библиотек, детских школ искусств, поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды, развитие дополнительного образования, естественно, научной и технической направленности, повышение качества общего образования и так далее. Предварительный объем федеральных субсидий, это вот сегодня то, что уже подтверждено, с учетом подписанных нами соглашений, в 2017 году пока составляет 5 миллиардов рублей. И это, конечно же, не предел. Работа в этом направлении продолжается. Сейчас вы поймете, почему я именно на это заостряю внимание, и почему сумма 5 миллиардов, она гораздо выше, чем те самые 5,6, которые мы получили в прошлом году. По своей сути. Правительство республики должно сделать все необходимое, чтобы создать все условия и стать надежным партнером правительства Российской Федерации по вопросам перспективного социально-экономического развития Коми-края. Пока, к сожалению, эта работа должным образом, я должен констатировать, не налажена. При подготовке заявок на софинансирование федерального бюджета важнейших для республики проектов элементарно пропускаются сроки подачи заявок. А ведь жители республики, уважаемые коллеги, ждут от нас именно скрупулезности, профессионализма и высочайшей ответственности. Предупреждаю всех членов правительства, персональной ответственности каждого за это направление работы. Если в кратчайший срок не будут выполнены все поручения, которые были даны руководством страны по итогам моих обращений, то я приму персональное решение по каждому, кто проявил бездеятельность и не наладил должным образом работу. Также особо обращаю внимание руководителей органов исполнительной власти и глав муниципальных образований на новые подходы в вопросах бюджетной политики. Они уже заточены до предела. Во-первых, изменена система предоставления межбюджетных трансфертов. Финансироваться из федерального бюджета будут только расходы, которые признаны приоритетными и обязательными. И то только в районе, в объемах 49% от потребностей. А теперь пересчет сделайте. Софинансирование иных обязательств на уровне федерального бюджета не предусматривается. Во-вторых, будет утвержден план по достижению соответствующих показателей, заложенных в соглашениях между регионом и Минфином. Правительство республики должно провести ревизию расходных обязательств и пересмотреть меры, направленные на повышение эффективности бюджетной политики, прозрачности, подотчетности использования бюджетных средств, а также поэтапно перейти к оказанию мер социальной поддержки на принципах адресности и нуждаемости, о чем я уже сказал. В-третьих, ужесточены требования по предоставлению дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетных кредитов. Дотации будут предоставляться на основе соглашения между Минфином России и высшим должностным лицом субъекта, то есть мною. Уже с апреля мы будем ежеквартально отчитываться об исполнении обязательств в рамках этих соглашений. Требования очень жесткие. За невыполнение принятых обязательств по эффективному использованию бюджетных средств и недостижению установленных показателей руководители региона, а также главы муниципальных образований, куда будут направлены эти средства, будут нести персональную ответственность. А у нас в прошлом году не все из 10 высокодотационных муниципалитетов исполнили свои обязательства, особенно по бюджетным кредитам. Поэтому, коллеги, я вас всех предупреждаю сегодня, чтобы ни вы не говорили, что для вас это новость. Санкции финансового характера по итогам 2016 года и дисциплинарные меры взыскания будут применены. В то же время необходимо отметить лучших. По итогам прошлого года лучшим муниципалитетом по финансовому менеджменту признана администрация ИНТы, которой удалось на 140 миллионов рублей увеличить собираемость налога на доходы физических лиц.
Ведь мы можем, когда должным образом организована работа. Дорогие друзья, в нашей стране не существует государственной идеологии, обязательной для всех. Нельзя административно заставить людей одинаково мыслить и представлять себе некое светлое будущее абсолютно единообразно. Но это не значит, что не должна быть система взглядов относительно перспектив развития государства и общества. И такая система существует. И выражается она в так называемом общественном договоре. Без этого договора созидательное движение вперед просто невозможно. Именно этот общественный договор по отдельным направлениям развития государства и общества закрепляется в виде принимаемых законов на федеральном уровне, на региональном уровне, учитывая все те обстоятельства, что граждане Российской Федерации проживают в регионах со своими сложившимися историческими, географическими, природно-климатическими особенностями. И именно наличие качественных и дальновидных законов формирует образ будущего, позволяет использовать лучшие практики и осуществлять его достижения. В прошлом году мы активно работали над принятием таких законов, формируя образ экономически сильной и социально справедливой республики. В 2017 году эта работа должна быть продолжена. Прошу депутатов всех уровней, представителей всех органов власти помнить об интересах республики, ее жителей, правильно оценивать последствия принимаемых решений. Должен отметить, ведь вы не распорядители судеб человеческих, а в прямом смысле этого слова слуги народа. В 2017 году войдет в активную фазу подготовка к столетнему юбилею республики. Соответствующая программа будет представлена в Организационный комитет, который возглавляет, как вы знаете, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Казак. Празднование юбилея, дорогие друзья, это не самоцель, а механизм мобилизации всех возможных ресурсов. Мы обязаны быть сильнее, успешнее и эффективнее не только для самих себя, но и для страны в целом. Вклад Республики Коми в развитие экономики России велик. Мы должны этим гордиться и делать все возможное и даже невозможное, чтобы приумножить тот природный, экономический, духовный капитал, который есть у нас, как участие великой страны и уникальной цивилизации. Работа предстоит большая, но у нас уже есть первые результаты. Есть четкое видение, куда двигаться дальше. Есть силы, знания и опыт, чтобы реализовать задуманное. Самое главное – работать осмысленно, с пониманием того, что мы делаем и для чего мы это делаем. Дорогие друзья, от нашего отношения к работе, отношения к своим повседневным обязанностям, от осознания нашей миссии во многом зависят и наши результаты. Давайте ставить перед собой только высокие цели и с радостью в душе добиваться их выполнения. С таким настроением и все вместе мы сделаем все, что запланировали, и у нас все получится. Аття, спасибо вам за внимание, за работу. Спасибо, Сергей Анатольевич.